Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Господин президент, огромное спасибо за возможность быть в этом замечательном форуме. Я хочу сказать, что в 2021 году я приезжал в Шушу, руины, в общем, все было очень плохо, мины, и ни гостиницы, это ничего не было. И видеть, как буквально на глазах расцветает Хары-Бюльбюль, прекрасный цветок Шуши, это просто потрясающе. В современном мире одна из основных проблем – это ксенофобия, это ненависть к чужим, это антисемитизм, это то, что люди не принимают друг друга практически нигде. При этом в Азербайджане живут люди самых разных верований. Мусульмане, христиане, евреи, так сказать, многие другие. И всегда они жили хорошо и уважая друг друга. На праздник Навруз-Байрам носили друг другу семени. Когда была Ханука, делали Ханука-гельд. Когда была Пасха христианская, красили яички, ходили в гости, ели куличи. И все было хорошо, и все это никому никогда не мешало. Так было не только сейчас, на протяжении многих поколений. И так остается. То есть Азербайджан является примером того, как надо, в принципе, людям жить между собой. Да? Взаимоуважения, терпимости, толерантности. Вопрос такой. Что есть в земле Азербайджана? Что есть в азербайджанском народе, что делает это возможным? Спасибо. Во-первых, добро пожаловать домой, на родину. Рад вас снова видеть. Во-вторых, спасибо за добрые слова о том, что мы делаем в реабилитации освобожденных территорий. Ну, ответ на этот вопрос, наверное, вам тоже известен, но спасибо, что вы его задали. Я думаю, что комбинация, или же, может быть, синтез очень разных факторов, без наличия одного из которых вот та атмосфера любви и взаимопонимания была бы невозможна. Еще, что я хотел бы сказать, что невозможно ее создать искусственно, но можно делать очень многое, чтобы ее сохранить и укрепить, и передать после себя. И то, о чем вы говорите, характерно для нашей земли на протяжении столетий, тысячелетий. И совместное проживание представителей различных религий и этносов, которые играли важную роль в формировании азербайджанских государств и современного Азербайджана, и продолжают играть. Это огромное достояние. Первый после оккупации фестиваль Хары-Бюльбюль в 2021 году я предложил посвятить именно культуре всех народов, которые проживают в Азербайджане. Это была моя идея, я считал, что это правильно. Все народы, проживающие в Азербайджане, воевали за свободу. Независимо от вероисповедания, национальности. Все отдали свои жизни, стали инвалидами, стали героями. Это такое единение было общества. И вот это в фестивале Хары-Бюльбюль 2021 года это все вот было продемонстрировано. И более эмоционального культурного мероприятия я в своей жизни не помню. И, может быть, и не будет уже. Общество и власть. Если сказать совсем просто. Власть должна уделять этому каждодневное внимание. Это не та тема, которую ты можешь забыть, отложить на потом. Это второстепенно. Это там не экономика, это там, я не знаю, не бюджет. Это не материально, нет, это материально. Потому что это основа всего.
В многонациональном обществе, каким Азербайджан есть и будет всегда, и чем мы гордимся, это основа. Поэтому правильная политика, образование, воспитание, пример, поведение. Когда мы восстанавливали прошлые годы очень много мечетей, которые требовали реставрации, всегда на открытии после выступали кто? Шейх-уль-Ислам, батюшка, архиепископ покойный Александр и руководитель еврейской общины. Либо Милих сейчас, либо его предшественник. Я собирал, как правило, со всех регионов Азербайджана представителей религиозных руководителей местных. И они все приезжали, будь то Имамзаде в Гянже, будь то Шамахинская мечеть. И когда они со всего Азербайджана сидят и смотрят, как выступает глава мусульман, глава католиков, глава православных и глава евреев в мечети, вот с этим они возвращаются к себе, и этот месседж они несут уже туда и говорят его тем, кто их слушает и слышит. Это только один эпизод. Таких масса. Но, конечно, основа всего этого – это состояние общества. Это огромнейшая ценность. Это просто такой дар, который просто, хочется вот обнимать, целовать и благодарить Бога за то, что нам это не спаслал. И чтобы мы это сохранили, и мы не имеем права это не сохранить и не укрепить. И мы это делаем. Общество и власть. И, конечно, и религиозные лидеры, безусловно, их слово очень важно. И в данном случае здесь, как мы говорим всегда, у нас религия отделена от государства, но вопросов, которые являются первостепенными для страны и для ее будущего, и государство, и представители религии все едины. Так что вам спасибо и приезжайте почаще домой. Илья Ильич, вы сейчас только что упомянули президента Трампа. Я 38 часов добирался до Шуши, потому что еще позавчера, в течение 4 дней, я работал на съезде республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Вы должны здесь сидеть, тогда рассказать нам интересные Я с удовольствием расскажу, но действительно были 4 суток я провел на съезде, работая от своего агентства, встречался с очень большим количеством руководящих деятелей республиканской партии, с своими коллегами. Это был действительно очень интересный съезд. Я впервые сейчас скажу заголовок тех заметок, которые еще не созданы. Это был съезд создания вождя, как я назвал, потому что это был очень отличный от предыдущего съезда республиканского съезда и очень-очень интересный. Но мой вопрос в том, что я даже, честно бы, не задал бы его, может быть, если бы не работал на съезде. Но этот вопрос сейчас задают и президенту Путину, это вопрос задают другим руководителям разных стран. Многие лидеры ставят их сами себе. Ситуация в Америке внутренне непростая. Еще месяц назад она была одна. За этот месяц резко поменялась ситуация в демократической партии и так далее. А вот вы, как президент Азербайджана, 6 ноября будущего года, в среду, после первого вторника, после первого понедельника ноября месяца високосного года, как по Конституции проходят выборы, чье имя предпочли бы, чтобы было озвучено по результатам выборов? Утром 6 ноября это уже станет ясно. Кого бы вы предпочли? Я даже не спрашиваю, кого из двух, потому что если с одним кандидатом после съезда уже понятно, со вторым есть слухи, хотя абсолютно я лично убежден, что все-таки президент Байден останется в гонке. Спасибо за ваш вопрос. Наверное, не совсем будет правильно с моей стороны давать абсолютно однозначный ответ. Я всегда стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы быть максимально искренним в моих ответах аудитории любой, будь то представители медиа, либо представители азербайджанской общественности. Я не кривлю душой,
Но есть определенные моменты, связанные с таким понятием, как политическая культура, которые не позволяют мне вот прямо ответить на ваш вопрос, хотя я думаю, что ваш вопрос абсолютно риторический. Мы знаем друг друга с вами не одно десятилетие, и я абсолютно уверен, что вы прекрасно знаете, какое предпочтение я бы сделал. И думаю, не я один в Азербайджане, потому что, что касается нас, естественно, мы на эту ситуацию смотрим со своей призмы. Решение будет принимать американский народ, это их президент будет избран, но это также имеет огромную важность для всего мира, потому что от тех решений, которые будут приняты первым лицом Соединенных Штатов, будет во многом зависеть судьба многих и многих народов и стран. И один из, я думаю, важных тезисов, который президент Трамп озвучил в течение кампании, которая еще идет, это то, что при нем не было войн. При нем Америка не начинала войн. Не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии, как говорится, to be continued. Вот этот период, этого не было. Ну, это, наверное, стоит того, чтобы к этому относиться с огромным уважением. И второй тезис, я не хочу долго, как говорится, и глубоко вникать в эту тему, но второй тезис, который тоже важен, в данном случае, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием, это, конечно же, четкая позиция по вопросу о традиционных ценностях. И я думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эти позиции не то что разделяет, но активно их пропагандирует и реализует на практике. Думаю, что если я дальше пойду, то уже станет совсем все ясно, поэтому я пока, думаю, остановлюсь. Приветствую вас и спасибо за организацию столь представительного мероприятия, это всегда очень приятно. Честно говоря, я долго думал, вот один же вопрос есть, и я хотел его сформулировать как можно более четко, для понимания. Мне очень хотелось спросить, когда вы говорили о концепции национального развития, о национальной идее Азербайджана, к чему мы пришли сегодня и какова ситуация на сегодняшний день. И я поэтому сформулирую так. Какой сегодня, на ваш взгляд, Азербайджан вашей мечты и Южный Кавказ вашей мечты? Спасибо. Спасибо. Я рад вас видеть. Я помню, в прошлом году вы тоже участвовали. Спасибо, что приехали. Знаете, я об этом уже говорил во время своей инаугурационной речи в феврале, о том, что нам всем вместе, всему обществу и всем людям, которые стремятся к тому, чтобы вносить вклад в будущее развитие, нам надо определить новую национальную идею. Она у нас у всех была одна, независимо от политических предпочтений, а именно восстановление территориальной целостности и возврат нашей территории. Мы этого добились окончательно в сентябре прошлого года. Также я сказал о том, что мы не должны успокаиваться и не должны эксплуатировать эту тему, потому что это самый легкий путь. И эту тему, в принципе, при желании, можно эксплуатировать очень долго. Только это нас никуда не приведет. Мы, конечно же, никогда не забудем ни оккупации, ни жертв, ни нашей великой победы. И всю жизнь все мы и наши потомки будут гордиться этой победой. Но мы не можем замкнуться в этом. Мы не можем эксплуатировать эту тему и ее постоянно превращать
в какой-то символ. Нет, мы должны двигаться вперед. И поэтому я, как президент, обратился к обществу с тем, что давайте будем думать все вместе. Я не могу это придумать один. И если даже что-то мне придет в голову, то это будет генерировано вот той общественной дискуссией, общественным настроением или же теми событиями, которые происходят в Азербайджане и в мире. Это первое. И также я вам скажу, что мною это было обозначено в феврале, но пока идут еще процессы осмысления. Но также наряду с этим я убежден, что какой бы ни была новая национальная идея или идеи, не обязательно, что это будет одна, она не может быть без учета геополитического контекста. А геополитический контекст в мире, в нашем регионе изменился драматичным образом. Даже, может быть, более, чем кто-то может это представить. И в данном случае победа Азербайджана в Карабахе – это не единственное геополитическое изменение. Я уже говорил в самом начале о том, что старые альянсы подвергаются эрозии, новые форматы сотрудничества возникают. Я могу и углубиться в эту тему, но думаю, что это и так понятно, о чем речь, если мы говорим о странах Южного Кавказа. В каждой из этих стран произошли серьезные политические и внешнеполитические трансформации. Я бы даже сказал, близкие к кардинальным. Поэтому это новая ситуация на Южном Кавказе. И нам это надо очень правильно осмыслить. И исходя из этого осмысления, исходя из того, как будет дальше развиваться вектор внешней политики Грузии, Армении, Азербайджана, тогда можно будет сформулировать ответ и на тот вопрос, который вы поставили, какой Южный Кавказ мы хотим видеть. Конечно, каждый скажет, что мы хотим видеть мирный Южный Кавказ, без войн, без конфликтов, без территориальных претензий, где все любят друг друга, все сотрудничают. Но это все хорошие, может быть, слова для тоста, но не для реальной политики. Нам нужно сейчас на этом этапе, когда и в Грузии, и в Армении формируется новая внешнеполитическая повестка, мы ее должны четко осознать, проанализировать, и тогда уже, поскольку в Азербайджане-то она не поменялась, и я уверен, что не поменяется, и тогда уже предпринимать шаги для того, чтобы идти по пути, если даже не интеграции, то хотя бы какого-то взаимодействия. Я много раз говорил, что глубоко сожалел, что страны Южного Кавказа, которые оказались вовлечены в войны, не смогли пойти по пути стран Балтии, которые между собой не враждовали, скажем так, открыто. И если бы это произошло, то сегодня я уверен, что и экономическое развитие, и политическое взаимодействие на Южном Кавказе могло быть примером сотрудничества, потому что на протяжении веков народы, населяющие наши страны, жили рядом. Но этого не произошло, что уж теперь об этом говорить. Но сейчас есть шанс. Но для этого, опять же, нам нужно здесь, в Азербайджане, правильно проанализировать и увидеть до конца, чем закончатся те внешнеполитические модификации и в Грузии, и в Армении, и тогда уже предпринять более действенные шаги. В всяком случае, мы считаем, что долгосрочный мир возможен и, естественно, он предпочтительный. Я тоже из Баку, послушай.
что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. До утра играли в домино, в моде было индийское кино. Söylüyorlardı 500 gram, onu da bölerdi papalam, davay поговорим по чесноку. Söylüyorlardı 500 gram, onu da bölerdi papalam, давай поговорим по чесноку. Ай, братцы, я тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Ay bu cür sevip sevilmek olmaz. Daha da telefonda mesaj yaz. Yazırlar aşkım bu nedir? Ay bırak aylar yönelir uzak diğer dünya. Sive люблю. Yazırlar aşkım bu nedir? Ay bırak aylar yönelir uzak diğer dünya. Sive люблю. Братцы, я тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Участковый был соседом наш, hürmet ederdi bize kardeş. Yaxşıca yıllar çok idi, merdi mezarlar yok idi. Sen öyle bil ki yuxudur bu. Yaxşıca yıllar çok idi, merdi mezarlar yok idi. Sen öyle bil ki yuxudur bu. Ay, bratцы, я тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Güzel günlerimiz, Bakıda özel günlerimiz, ya da düşürerden sıçayım. Ай, братцы, я тоже из Баку. Послушайте, что вам расскажу. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. Расскажу я вам такую бакинскую блатную о том, как мы выросли в Баку. О том, как мы выросли в Баку. О том, как мы выросли в Баку. Спасибо, ребята. Kardeşler dünyası sen, anamın anası sana Azerbaycan.
Anamın anasısan Azerbaycan. Pahalı yurdum Azerbaycan. Şifalı yurdum Azerbaycan. Sen eşkin zaferin, çarklayan Türk ezerin, güneşli al seherin Azerbaycan. Старый город звучит как Ичари-Чахар. За моей спиной древний символ Баку — девичья башня. На азербайджанском это звучит как гыз-голосы. А почему она называется девичья? С этим связана очень интересная история. Что была некая девочка, она была влюблена в обычного рыбака, а отец ей говорил, что ты за другого должна выйти замуж. Она этого не хотела. Она поднимается на вершину девичьей башни и заканчивает свою жизнь самоубийством. Есть легенда вторая, похожая, что она сбрасывает, поднимается на башню, но прежде чем сброситься, она читает молитвы, и Бог ее молитву услышал. И Он ее превращает в русалку. И бытует такое мнение, что по сей день эту русалку в Каспии можно увидеть. Есть легенда третья, что девочку заточили в доме, чтобы она одумалась, а она начинает плакать. Но молитвы были такими сильными, что Бог ее слезы превратил в камни. И когда к ней пришел отец, девочка решила, что отец должен исполнить последнюю ее волю, и она ему говорит, что построй-ка ты из моих слез башню. Если построишь, я выйду замуж за того, за кого говоришь ты. Как мы с вами видим, башня готова, и девочка выходит замуж, правда, не за любимого человека. Но легенда на то она и легенда, что можно давать волю фантазии. Третью легенду придумал я. Слезы, там это, то исполнить. Потому что в том или ином случае мне не нравится, что она сбрасывается. Я хочу, чтобы она осталась. Но по легенде, по традиции, мы с вами должны будем выбрать одну девочку и, как говорится, ее оттуда сверху сбрасывать. Да. Manas Destanı'ndan ufak bir bölüm seslendireceğim. Manas Destanı, Kırgızların milli destanı, dünyanın en uzun destanı ve Kırgızların ansiklopedisidir desek abartmış olmayız. Kırgızlara dair destanın içerisinde her şeyi bulabilmemiz mümkün. Ey toyu tarap ketkenin, Çakıptın görgün etkenin, Moğoydun ulu Çakıptır, Hokatın kılıv atıptır. Alaydın başın cay alıp, Altaydın tosun tayanıp, Aksı menen güç ördün, İçerine çay alıp, Karaşar kamal göktötüp, kalmaktarga göptötüp, horuzdu kandın onulu, opoltu kalgan cerine, hoyron bolgun bay jakıp, doğuydun gelbey eline, baydın eki balası, baskanı kaşkar talası, bay ekem jakıp kantti dep basılbay jurdu sanası, göz kamana tüy söndün, alkıtayga getip tüzöldü, baş kösbök boldu balası. Baskan cürgöncelleri tetigi mancurya talasın Tevittin arkı tuşunda Kılıptır Kıtay ökündü Kıyrına nazıp bay jakıp Kılmışı jokton ökündü
азган менен тозгондон ар кайсыдан кошкондон ар кайсыны биригип алып келип бошкондон сетимиш болду түтүнү жетип барып арыз айтып жер алууга күтүндү Алтайдын башын 3 арал ататып алып жерине азыркысын жайлап тур Азобилдин белине айта берсе сөзү көп азыр кулак салгыла баягың арыстан Манас кебинен тойдон кийин токтолуп 2 жыл тамам өтүптүр Манас бойго бүткөнү тамам 3 ай өтүптүр Байбиченин көңүлү башка кууп кетиптир өз тамагы эсте жок көрүнүүчү көзгө жок бал шекерге карабайт башка тамак жарабайт жесем деп жолборс жүрөгүн мындан башка санабайт жетпейт жолборс жүрөгү синди болуп Байбиче жеригинен жүдөдү жылкычыга бар бергени каңгайдын кара мергени бир жолборс атты дегени жолборсту атып салды деп терисин сыйрып алды деп боор жүрөк баш кети кош жанында калды деп айтканын чыйырды угуптур алдынан чургап чыгыптыр барып калды чыйырды жылкычынын жолуна кара кулак чоң жамбы кармай барды колуна кайыптан дүйнө тап деди карап турбай жылкычым кайтылдамдап чап деди шашырып жаап жүрбөгүн жолборс жүрөгүн алып кел деди өзүмө ат энемден сен жакын көрүнөсүн көзүмө каалаганын баарысын канчада берем өзүнө жылкычыга айтып бул кепти жылкычысын жиберди жылкычы буга таң калды акысына жамбалды ара конун ортого ал жылкычы сандалды барса жолборс жатыптыр сыңкыйып муздап катыптыр жолборстон жүрөк алганы жолго кайра салганы жол боюнда бирбе телиден өлүп жатыптыр жылкычылар чыйылып аны союп атыптыр анын да алды жүрөгүн 2 жүрөк бермеке Байбиченин бул ишин байкап сынап көрмөкө жылкычы жолго салганы эртесинде түшкенде жылкычы келип калганы. В начале мероприятия официальные лица и гости фестиваля посетили павильон Кыргызстан.
мероприятии приняли участие свыше 5000 человек, которые являются жителями и гостями столицы Турции, депутаты парламента Турции и местных самоуправлений, руководители других городов, представители дипломатического корпуса, граждане Кыргызстана, проживающие в Турции. Қызықты бұл таппайсың, қыдырсаң да дүйнөдөн. Атпай қырғыз билесин, арулан түп түйнөсүн. Жеңіл болғын бұлуттай, жерге бұтың тийбесин. Байқап тұрған адамдар, бали қырғыз билесин. Құштай қанат қағал, ұшпай қантип қалал. Биге барын чакырып, bir құмардан қанал. Жарқы күнгө теңелсин, жаштығыңдың жамалы. Атпай қырғыз билесин, арулантып дүйнөсүн. Жеңіл болғын бұлуттай, жерге бұтың тийбесин. Байқап тұрған адамдар, бали қырғыз билесин. Жүлүнүңдү кыбырат, дем кошулсын демиңе, дене боюң чымырап. Мелтиребей жарышкан мезгил менен зымырап. Атпай кыргыз бийлесин, арулантып дүйнөсүн. Жеңил болгун булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар, бали кыргыз бийлесин. Билесек, эл көңүллүк толурбу. Тоңуп калган бир кезде, толкуталы толурду. Жалпы кыргыз ырдасын, жаратылыштыңдасын. Жаркылдаган жылдыз би, жашообуздун урдасын. Ырыс болуп кыргыз би, ынтымакты чыңдасын. Атпай кыргыз бийлесин, арулантып дүйнөсүн. Жеңил болгун булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар, бали кыргыз бийлесин.